Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации Гагаузии. Сегодня я решил с вами встретиться для того, чтобы обменяться о деятельности в парламенте. В связи с тем, что накопилось в парламенте достаточно много законопроектов, которые касаются полномочий и автономии, и в своем выступлении хотел бы обратить внимание на трех аспектах. Первое – это деятельность совместной комиссии. Сделать акцент на некоторых законопроектах, которые находятся в рассмотрении парламента и имеют значение для автономии. И более детально остановиться на законопроекте, которые бурно обсуждаются в обществе. Это об инициативе изменения избирательной системы Республики Молдова. Итак, первый акцент – это деятельность совместной комиссии. Вы знаете о том, что закон об особом правовом статусе не реализуется в полном объеме, и в этом плане есть определенные сложности. Эти сложности связаны с тем, что закон в свое время не был оформлен в качестве конституционного закона. Впоследствии те договоренности, которые были достигнуты в момент принятия закона о том, что закон, основные полномочия Гагаузии будут закреплены в Конституции, не были реализованы. Ну и еще один фактор, который немаловажный, это отсутствие внешних гарантов принятого статуса. В связи с этим мы, как всем вам известно, периодически испытываем проблемы в реализации нашего статуса по тем или иным направлениям. В связи с тем, чтобы наладить какой-то диалог между центром и регионом, 2 года назад было принято решение в парламенте Республики Молдова, и была сформирована совместная парламентская группа, которая включает по 5 представителей из парламента и 5 представителей с Народного собрания. Работа была проведена определенно. Вы знаете поездки наших коллег совместно с коллегами парламента за пределы, знакомились с опытом деятельности автономии в Италии, в Финляндии, в Уэльсе, в Аландских островах побывали, знакомились с вопросами, непосредственно связанными с функционированием автономии на данных территориях. По результатам деятельности были зарегистрированы 3 законопроекта. Первый законопроект – это о дополнении к изменениям в закон об административном территориальном устройстве Республики Молдова. Здесь речь идет о том, чтобы Гагаузия была указана как отдельная административная территория в этом законе. И еще одно новшество в этом проекте, что Гагаузия выделяется как в отдельный уровень управления. Вы знаете, у нас есть 2 уровня управления. Первый уровень управления – это села, города, муниципии. Второй уровень управления – это районы и муниципии республиканского значения. Есть предложение, чтобы Гагаузия была выделена как административная территориальная единица, 3-й уровень. Второй закон – это дополнение изменения в закон о местном публичном управлении. Это согласуется с первым законопроектом. Здесь предусматривается, чтобы органы управления, а именно органы управления Гагаузии, а именно Башкан, Народное собрание и исполнительный комитет были выведены в отдельный уровень управления. Мы его в законопроекте оформили как особый уровень управления. И 3-й законопроект – это законопроект касается дополнения и изменения закона об особом правовом статусе, последнюю статью. Данная статья гласит о том, что закон об особом правовом статусе может быть изменен при согласии
автономии в данном случае предполагаем, что согласие Народного собрания. Законопроекты были зарегистрированы в августе прошлого года. Потом вы знаете о том, что у нас были выборы Народного собрания, потом долгие выборы избрания руководства. И, к сожалению, на сегодняшний день данные законопроекты не рассмотрены. Мы все-таки, я надеюсь, что в ближайшее время, в том числе и после реакции с региона, законопроекты будут поставлены на повестку и приняты. Следующий аспект, на который я хотел обратить ваше внимание, это законопроекты, которые, как я обозначил, зарегистрированы в парламенте, некоторые прошли первое чтение, они в прямой степени затрагивают интересы автономии. И среди них я бы подчеркнул законопроект следующий. Это новый законопроект, зарегистрированный инициатором является правительство, законопроект о налоговой службе Республики Молдова. В данном законопроекте полномочия Гагаузии не зафиксированы. В связи с этим мною были подготовлены соответствующие поправки. Есть такая процедура законодательная. И мы, депутаты, представители из Гагаузии, все его подписали. И вопрос сейчас на стадии рассмотрения в комиссиях и для возможного утверждения принять его внимание во втором чтении при принятии закона о налоговой службе. Какова судьба может быть, мне сложно сказать, потому что на данном этапе, пока закон не принят во втором чтении, уже мне известно о том, что на уровне автономии структурно она налоговая претерпела определенные изменения, как и предполагает новый законопроект, а именно законопроект предполагает формирование на территории Республики Молдова 3 отделов, это север, центр и юг, и юг расположили в Камрате, но здесь у нас есть опасность того, что располагая или вливая управление по налоговой по Гагаузии в филиал центра юг, мы можем растерять наши полномочия. В этой связи я хотел бы, чтобы руководство автономии и Народное собрание более детально вникли в этот процесс, и пока не поздно, чтобы мы воздействовали на те процессы, которые протекают, связаны с процессом принятия, и чтобы мы приняли закон во втором чтении с учетом наших полномочий. Почему они стали актуальны сейчас? Речь идет о том, что те полномочия, которыми мы пользовались уже 22 года, они стали сейчас на повестке дня, потому что в самом законе об особом правовом статусе полномочия в области налоговой прямо не отражены, а до настоящего времени деятельность налоговой службы регулировалась правительственными нормативными документами, постановлениями. И, видимо, когда принимался закон об особом правовом статусе, было принято внимание, что эта сфера регулируется правительственными документами и нет необходимости ее закладывать в наши полномочия. А вот жизнь показывает, что надо было его отразить. Второй документ, для нас он важный, это новый законопроект, называется тоже инициатором правительства, законопроект о нормативных актах. Этот документ регулирует, то есть в нем зафиксированы, какие органы в Республике Молдова и какие нормативные документы правомочны принимать соответствующие органы. И
самое время, чтобы органы Гагаузии, а именно Башкан, Народное собрание и исполнительный комитет, были как правомочные органы для принятия соответствующих нормативных актов, были отражены в этом законе с конкретным указанием, что уполномочено принимать Народное собрание, в частности, что такое местный закон, каким образом он интерпретируется, его распространение во времени и на территориальное, в том числе и на лиц. Это крайне важно для нас. Данный законопроект также принят в первом чтении, и сейчас идет борьба, скажем так, у нас, чтобы наши полномочия, те поправки, которые нами были подготовлены, также подписаны депутатами из Гагаузии, были приняты во внимание. Хочу сказать, что в числе законопроектов также есть о музеях новый закон, о библиотеках. Они в той или иной степени также затрагивают наши полномочия. И в этом плане у нас тоже есть поправки, которые считаем необходимым, чтобы они были приняты во внимание. И в этой связи я считаю, что и руководство региона, и Народное собрание должны более активно вникать в текущий законодательный процесс и показывать голос, чтобы полномочия региона не ущемлялись, а были приняты во внимание. Ну и, естественно, хочу отдельно остановиться на наиболее обсуждаемой в последнее время теме изменения избирательной системы Республики Молдова. Вы знаете о том, что зарегистрированы две законодательные инициативы. Это инициатива демократов, которая предполагает полный переход избрания депутатского корпуса всех 101 депутатов по избрание их по одномандатным округам. Второй законопроект, который зарегистрирован от социалистов, предполагает смешанную форму, 51 избрание по спискам парламентских партий и 50 депутатов по одномандатным округам. И в этой связи мы с вами, как автономия, должны также активно участвовать в этом процессе в связи с тем, что Гагаузия как политическая территория, гагаузы как национальное меньшинство имеет полное право, а государство обязано, соответственно, государство имеет обязанность создавать условия для того, чтобы автономия была представлена на национальном уровне. И в этой связи мы должны учитывать международную нормативную практику, нормативную базу и практику, которая предполагает разные варианты создания необходимых условий для участия в политической жизни страны. И одним из способов является формирование одномандатных округов на данной политической территории. С учетом того, что Гагаузия и территориально, и численно представлена 5%, логичным является, чтобы из 101 депутатов Гагаузия получила, назовем это так, определенную политическую квоту, представительство 5 мандатов. И в этой связи мы с вами слышим разные заявления о том, что Гагаузия действительно будет иметь квоту, но мы с вами должны более детально понимать суть, как это видится с центра и как это нам видится с региона. С центра видится, что в числе 50 депутатов, которые будут избраться по одномандатным округам, естественно, и на территории Гагаузии будет определенное количество избираться. В нашем же понимании это необходимость
закрепление в самом законе, в данном случае в кодексе избирательном, чтобы одномандатные округа формировались на территории автономии, и это было зафиксировано в самом законе, как одномандатные округа на данной территории, в том числе и количественно обозначены. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время необходимо, чтобы Народное собрание на своем заседании принял соответствующую резолюцию, возможно, законопроект, который направлен на конкретное закрепление наших прав в этом плане. Ситуация с данными законопроектами такова, вы из средств массовой информации знаете, 5 мая эти два законопроекта были приняты в первом чтении. Впоследствии первым был принят законопроект демократов, вторым был принят законопроект социалистов, и при принятии законопроекта социалистов она принята была в качестве базовой. После чего было заявлено о том, что есть рабочая группа, куда входят представители этих двух фракций, как минимум. И эта рабочая группа доработает единый законопроект, который в ближайшее время будет представлен в Венецианскую комиссию. И Венецианская комиссия ожидается в середине июня даст свое соответствующее заключение. В этой связи нам необходимо учитывать вот такую перспективу и в ближайшее время изложить свою позицию. Спасибо.